Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Икшара. Мы продолжаем рубрику, посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 24 сентября 1993 года подразделения Абхазской армии на Западном фронте заняли позиции напротив Сухумского железнодорожного вокзала и у железной дороги, рядом с водоканалом по улице Семирджиева. Пройдя через Абжакву, наши бойцы вышли к району Синопа. В столице шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. На Восточном фронте бойцы Абхазской армии удерживали ранее занятые позиции на центральной автотрассе, соединяющей Сухум и Очимчиру. Выборы депутатов местного самоуправления перенесены на 11 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Законопроект об оружии принят во втором чтении, а во знаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии принято решение об объявлении амнистии. Кроме того, депутаты парламента приняли обращение президенту об отмене массовых мероприятий 30 сентября. 8 вопросов повестки дня рассмотрели народные избранники на состоявшемся 24 сентября заседании сессии парламента. Подробности в репортаже Алики Трапш. Национальный гимн Республики Абхазия знаменовал начало осенней сессии парламента. Первым вопросом повестки дня народные избранники рассмотрели законопроект об оружии. Его представил руководитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гунья. По его словам, данный проект закона был принят в первом чтении еще 3 года назад, а до настоящего времени в сфере оборота оружия используется положение о порядке оборота огнестрельного оружия, утвержденное постановлением Президиума Верховного Совета Абхазии еще в 1994 году. Депутат также подчеркнул, что неконтролируемый оборот оружия создает повышенную опасность и сопряжен с различного рода угрозами правам и законным интересам граждан, безопасности государства. По мнению Ильи Гунья, принятие закона не терпит отлагательств. Должен сказать, что проект ко второму чтению, естественно, претерпел значительные изменения. Но, тем не менее, при рассмотрении этого закона ко второму чтению у коллег возникли ряд замечаний. И также замечания к этому законопроекту есть, мы говорили об этом, есть у представителя президента. В основном, конечно, они касаются разночтения тех или иных статей этого закона, да, и есть все-таки недоработки юридического характера. Поэтому комитет решил, что будет выносить, чтобы закон принимался в 4 чтениях, а сегодня принять его во втором чтении. Присутствовавший на заседании сессии парламента министр внутренних дел Дмитрий Дбар также отметил, что министерство направит свои предложения по внесению поправок в части регулирования законопроекта об оружии. В итоге депутаты проголосовали за принятие законопроекта во втором чтении. Народные избранники также внесли некоторые изменения в законопроект о статусе военнослужащих. Речь идет о предоставлении военным разового 30-дневного дополнительного отпуска, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более, а также тех, кто достиг предельного возраста пребывания на службе. Данный проект закона он дополняет. Почему? Потому что иногда срок военной службы продлевается по достижению, чтобы у военнослужащих была возможность получить этот отпуск и дальше, если не успела воспользоваться им до того. Значит, в части компенсации здесь немножко другая система, потому что военнослужащий находится на денежном довольстве, и сколько он находится на военной службе, столько он получает денежное довольствие. То есть отпуск и компенсация здесь в этой части неприменимы. Мы поддерживаем принятие этого закона в первом чтении. Затем депутаты рассмотрели постановление об амнистии во знаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии и постановление о порядке ее применения. Проекты закона представил председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Согласно постановлению, амнистия распространяется на осужденных на срок до 3 и 5 лет включительно, лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов, участников операции по освобождению Кудорского ущелья в 2008 году, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания, следующие категории лиц. Лиц, совершивших преступление по неосторожности. Женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин. Женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Инвалидов первой и второй группы, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета. Больных онкологическими заболеваниями 3-й или 4-й клинической группы, а также больных с последствиями перенесенного инсульта средней и тяжелой степени тяжести, несовершеннолетних.
освободить от наказания условно осужденных, которым со дня вступления в силу настоящего постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания, которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанных с лишением свободы. Это вот категория, на кого распространяется амнистия. В ходе активного обсуждения данного постановления часть депутатов высказалась против принятия амнистии. Честно говоря, не могу понять, вот когда появилось слово «Кодорское ущелье», когда некоторые вещи появились, у меня возникла такая ситуация, что это мы принимаем специализированный закон по каким-то конкретным людям, которых нужно оттуда вытащить. Здесь, честно говоря, я вот сижу с догадками, под кого вообще это мы амнистию принимаем. У меня создается впечатление под кого-то. Окажемся в очень некрасивой ситуации. Мы не можем завтра приглашать других людей. Если нужна какая-то конкретная амнистия в отношении какого-то конкретного осужденного, или же, я не знаю, если конкретно, слушайте, тогда пусть соберутся, напишут в отношении этого, письмо, обратятся к президенту и так далее. Это другой вопрос. Да, есть комиссия по помилованию, не обратитесь туда. Мы здесь, Наталья Викторовна абсолютно правильно, мы опять выпускаем, чтобы они завтра совершили, кто их будет ловить, я не знаю, как мы с вами будем требовать от них, что мы им скажем, что вы, депутаты, принимаете, мы сажаем, вы их отпускаете. Ну давайте, если есть такие страшно больные, давайте депутаты парламента пусть рассмотрят, пойдемте все вместе, обратимся к президенту, обратимся в комиссию по конкретным лицам. Если такое есть, пойдем. А так что мы делаем? Мы не можем проводить амнистию, когда нам заблагорассудится. Год, через 2, через 3. Давайте скажем, в 5 лет раз, по юбилейным датам, так будет правильнее. Сегодня примем и давайте инициировать. Я еще раз повторяюсь, обращаюсь ко всем коллегам, чтобы это не было каждый год, и потом мы не обвиняли Генеральную прокуратуру, милицию, что они кого-то сажают, а мы кого-то амнистируем. Сделаем это, приурочим это к юбилейным каким-то датам. Это будет правильно, а не каждый год или 2 проводить амнистию. Постоянный представитель президента в парламенте Саида Бутова отметила, что администрация главы государства присылала свои предложения по постановлению об амнистии на комитетское заседание. Однако они не были рассмотрены депутатами. Не были учтены и некоторые замечания Генпрокуратуры, которая считает принятие амнистии нецелесообразной. Мы понимаем, что это прерогатива парламента, это исключительная ваша компетенция сегодня принимать это постановление или нет. Ваши полномочия мы не умаляем. Но как представитель правоохранительных органов, в частности прокуратуры, хочу озвучить следующее, что вы, уважаемые депутаты, знаете, что в этом году у нас проводится серьезная борьба. Сегодня у нас мнение на всех площадках, что необходимо проводить серьезную, жесткую борьбу. То, что мы пытаемся и сделать. В прошлом году были совершены ряд громких преступлений, по которым у нас сегодня задержаны, осуждены лица по убийствам, похищениям людей. Не исключено, что если будет такой проект амнистии будет принят, что многие из них не представят нам справки о том, что они были участниками по освобождению Кодорского ущелья, могут предоставить еще и другие справки, что они перенесли заболевания в виде инсульта средней и тяжкой степени. Поэтому все вот эти моменты необходимо учитывать. Прокуратура, мы выражаем свою позицию по этому поводу, и учитывая, что сегодня, на мой взгляд, еще не назрела такая ситуация в обществе для того, чтобы принимать подобного рода постановления, мы считаем, что принятие вообще такого акта на сегодняшний день нецелесообразно. В итоге, после долгого обсуждения большинством голосов депутаты приняли постановление об амнистии и порядок его применения. Кроме того, на заседании сессии парламента было принято решение о переносе даты выборов депутатов местного самоуправления на 11 мая 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой в республике. Также народные избранники обратились к президенту с просьбой об отмене массовых праздничных мероприятий, приуроченных к 27-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. И в завершении заседания сессии парламента депутаты объявили 18 марта Днем образования профсоюза в Абхазии. Отныне эта дата считается праздничным рабочим днем. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани. Абхазское телевидение.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID пациентов. В тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 33. Выписано 9 пациентов. Амбулаторно выздоровевших 21 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Президент Абхазии Аслан Джаня выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти депутата Государственной Думы Федерального собрания России Вахи Агаева. Видный политический деятель России Ваха Абоевич Агаев умер 24 сентября от последствий коронавируса. Ему было 67 лет. Общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии», «Казаков-ветеранов боевых действий», а также Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией, Отечество обратилось к Российской Федерации с просьбой оказать помощь Республике Абхазия в борьбе с вирусом COVID-19. В частности, рассмотреть возможность безвозмездной передачи вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви» нашей стране. Представители организации выражают уверенность, что совместные усилия в борьбе с вирусом COVID-19 в данной критической ситуации еще сильнее укрепят российско-абхазскую дружбу и сотрудничество во благо двух народов. Кто занимается лечением пациентов, находящихся на самоизоляции? Кто следит за соблюдением режима самоизоляции заболевших коронавирусом жителей Сухума? Главные рекомендации врачей не изменились. Необходимо соблюдать все меры безопасности, носить маски, чаще мыть руки и не посещать места массового скопления людей. Нужно разделять людей, находящихся на амбулаторном лечении, и людей, находящихся на самоизоляции. Это две разные категории. Люди, которые находятся на амбулаторном лечении, это люди с подтвержденным COVID+ или с симптоматикой, соответствующей COVID+. Вот мы раньше говорили о том, что анализы запаздывают, да? Но если у человека температура, нет чувства вкуса, запаха, то его так или иначе надо лечить. А, как правило, такие случаи, они в семьях находятся. Получив анализы, результаты из лаборатории, обзвонив этих людей, выяснив адреса, все подробности, мы передаем эти все данные на поликлинику, которой соответствует место проживания этого человека. Либо на первую поликлинику, либо на поликлинику третью, Синоп обслуживающую, либо на поликлинику Сухумского района, если это Сухумский район. И там уже участковые терапевты назначают лечение. Протоколы существуют, но протоколы это не жесткая какая-то вещь, да? Вот, допустим, условно, если в протоколе азитромицина у человека на него аллергия, то этот препарат вполне возможно заменить совершенно другим антибиотиком. Эти все вещи подбираются конкретно под человека, точно так же, как и антикоагулянты и все прочее. К сожалению, такого количества сотрудников, которые можно было бы представить каждой квартире, в котором находится заболевший, нет и не предвидится. Поэтому мы просим людей, с каждым заболевшим мы разговариваем, либо я, либо мои сотрудники. И просим человека соблюдать изоляцию. То есть он находится на амбулаторном лечении, а вот его семья находится на самоизоляции вместе с ним, потому что они могут быть больны, они могут заболеть в процессе его болезни, и они могут стать источниками инфекции, в первую очередь для своих соседей, для своих родных и далее для всего города. Я хочу обратиться к жителям нашего города. Пожалуйста, берегите себя. Если каждый побережет себя, станет лучше всему обществу. По возможности не посещайте массовые мероприятия. Либо если необходимо, есть острая такая вот необходимость, пожалуйста, не пренебрегайте масками, посещая массовые мероприятия. На улице маска совершенно не обязательно. Но вот в тесном помещении, где находится много людей, пожалуйста, оденьте маску, это убережет вас от инфекции. И второе, конечно, это санитайзеры. Обрабатывайте руки как можно чаще.
На территории Абхазии прошла первая фаза абхазо-российского совместного стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». За маневрами наблюдали лично президент Республики Абхазия Аслан Бжаня, командир военной базы ЮВО в Абхазии Олег Синьков и генералитет совместной группировки вооруженных сил двух стран. Совместные силы мотострелковых, артиллерийских, ракетно-зенитных и подразделений ПВО обнаружили и провели тотальное уничтожение массированным огнем террористических групп, незаконных вооружений, формирований на горных склонах Кавказского хребта. Действия проходили на земле и в небе при поддержке сил авиации ЮВО и Абхазии в составе разведывательно-ударных вертолетов с аэромобильными группами на борту. При проведении розыгрыша военнослужащие продемонстрировали новейшие формы тактического военного искусства с использованием опыта участия в современных вооруженных конфликтах. 26 сентября пройдет второй завершающий итоговый этап учений на побережье Черного моря, где военнослужащие из орудий, танков и БТР проведут стрельбы по более чем 1000 наземным и воздушным целям. В общей сложности в учениях на территории Республики Абхазия принимают участие более 1500 военнослужащих и свыше 500 единиц различной современной военной и специальной техники совместных разнородных сил России и Абхазии. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Аслан Бжаня остался доволен совместными маневрами. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с представителями профильных ведомств вопросы организации передвижения грузов и товаров через КПП ПСО, сообщает пресс-служба правительства. Участники совещания проинформировали премьер-министра о работе и функциональных обязанностях служб, представленных на границе. Александр Анкваб обратил внимание на то, что необходимо в кратчайшие сроки провести анализ правовых основ деятельности ведомств, проанализировать актуальность нормативной базы, определить, в каком виде должна осуществляться их деятельность по выдаче сертификационной и разрешительной документации на перемещение грузов, внести предложения по изменению условий выдачи разрешительной документации, в том числе определить объективность формирования тарифов и стоимости оформления грузов, способов изымания оплаты. Главная задача – убедиться в правомерности осуществляемых ведомствами действий на границе, оптимизировать и облегчить процесс, чтобы не причинять неудобств предпринимателям и особенно сельхозпроизводителям, подытожил премьер-министр. Джемали Соселия, похищенный неизвестными 5 сентября, был освобожден ночью 23 сентября. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в настоящее время гражданин Соселия находится в Абхазии, где его безопасности и здоровью ничего не угрожает. Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются. Как сообщалось ранее, преступление имело место 5 сентября 2020 года в селе Речь Тхорчалского района, когда группа вооруженных лиц, экипированных в черную одежду и маски, остановили следовавшего на собственном автомобиле уроженца данного села Джемали Соселия, которого затем насильственным способом переправили через государственную границу по реке Ингур. В Сухуме с рабочим визитом находится делегация Ставропольского Северокавказского федерального университета. Делегация посетила Академию наук Абхазии, где обсуждались перспективы взаимодействия и сотрудничества. Далее состоялась встреча в стенах Абхазского института гуманитарных исследований, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве. Ясма Гуладзе расскажет подробности. Делегация Северокавказского федерального университета впервые посетила Академию наук Абхазии. Целью визита стало знакомство с организацией деятельности учреждения, а также налаживание взаимного сотрудничества в научной сфере. Президиум АНА и подведомственные институты сотрудничают с целым рядом учреждений науки Российской Федерации. К сожалению, не все прежние и бывшие прочные в советское время связи между абхазскими и российскими научными учреждениями удалось сохранить. Далеко не все, к сожалению. Они были прерваны или ослаблены из-за распада Советского Союза, как вам хорошо известно, политических и экономических последствий Отечественной войны народа Абхазии. Предстоит, как кажется, большая работа. Ректор Северокавказского федерального университета Дмитрий Беспалов выразил надежду на содержательное взаимодействие, а также поделился идеями совместных проектов. Наш университет в сотрудничестве в перспективе с Академией наук Абхазии
готов двигаться в направлении совместной работы в области физики, астрофизики, химии, нанотехнологий, агротехнологий, пищевых технологий, этнологии, политологии, истории и многих-многих других направлений. Вот, Зураб Джотович, вы обозначили, скажем так, такую инициативу, как создание совместного института, связанного с нанотехнологиями или связанное с вопросами реабилитологии. Мы, безусловно, готовы этому способствовать. Я бы задумался о создании совместного центра в части туризма, в части реабилитологии и, может быть, даже расширил ее до вопросов медицинского, скажем так, направления. Далее российскую делегацию приняли в Институте гуманитарных исследований. С 2014 года организации сотрудничают как в научной, так и образовательной сферах. Ученые и педагоги не раз принимали участие в мероприятиях, проходивших в Абхазии и России. Публиковали совместные статьи. Теперь это взаимодействие юридически подкреплено. Кроме того, на встрече было подписано соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории, связанной с биографическими исследованиями. Договор с воодушевлением был принят абхазскими учеными. Лаборатория будет заниматься не только исследователями Абхазии, исследователями всего Кавказа. Эта лаборатория будет базироваться в Северокавказском федеральном университете, но в ее работе будут принимать участие сотрудники нашего института. Для нас, безусловно, это является важным шагом в научном сотрудничестве. А кроме того, мы получаем возможность отправлять уже на юридически оформленных основаниях будущие научные кадры в магистратуру, в аспирантуру и так далее. Северокавказский федеральный университет активно взаимодействует с образовательными организациями Абхазии и планирует укреплять это сотрудничество. Интерес Северокавказского федерального университета, он и территориален, да, то есть, по сути, регион наших интересов – это весь Кавказ. Это и республики Российской Федерации Кавказские, ну и, соответственно, наши ближайшие соседи, с которыми у нас складываются, давно еще со времен Советского Союза складываются партнерские и дружеские отношения. Поэтому то, что сегодня произошло, это естественный ход событий. Это должно было произойти, это произошло, и мы надеемся, что это приведет к каким-то новым результатам, которые, в принципе, вполне достижимы. То есть ученые всего мира говорят на одном языке. В рамках подписанных соглашений планируется активная совместная деятельность абхазских и российских специалистов. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В храме святителя Иоанна Златоуста в селе Каман открылась фотовыставка, посвященная истории владетельных князей Абхазии Чачба Шервашидзе и династии рода Романовых. На экспозиции побывала и наша съемочная группа, репортаж Гугуцы Вардания. Более 130 фотографий, рассказывающих об истории абхазского княжеского рода Чачба Шервашидзе и российской династии Романовых, представлены в одном из залов храма святителя Иоанна Златоуста. За каждым из этих фотоснимков конца 19 и начала 20 веков интереснейшая история представителей знатных родов со сложной и трагической судьбой. Очень много представителей абхазских княжеских фамилий, особенности Чачба, служили в России и жили в России. И многие были тесно связаны даже родственными узами. Конечно, самой яркой личностью в Петербурге была княжна Мэри Чачба, которая была фрейлиной обеих государынь. Она была очень умна, образована. Конечно, она привлекала внимание многих людей не только в Петербурге и за границей. Но вы знаете эти перипетии, сложности и революция, страшные обстоятельства. И династия Романовых, вы знаете, заканчивает свое существование. И многие представители находятся сейчас в разных странах во всем мире. И княжна Мэри уезжает с императрицей Марией Федоровной, уезжает в Копенгаген. Еще одной крупной исторической фигурой тех времен был Георгий Чачба Шервашидзе, который впервые встретился с Александром III и его семьей при освящении монастыря в Новом Афоне. Представители династии рода Романовых не раз приезжали в Абхазию, а сам император Николай II дружил с абхазским дворянином.
Николай II очень любил Абхазию. Он дружил с абхазским дворянином Чагу-Чацба. Они говорят им, Чагу-Чацба был прекрасным сказителем, очень умным, тонким человеком. И Николай II беседовал с ним и изучал через него жизнь абхазского народа, жизнь и традиции. Выставка о духовно-исторических связях двух государств – это результаты совместной кропотливой работы настоятеля храма Игнатия Киут и фотографа Владимира Попова. Это знакомство, общение с историей, с лицами и с фотографами, которых их снимали. Я пытался вглядеться в глаза, во взгляд и увидеть отражение фотографа, которые чудные такие работы нам преподнесены здесь с помощью их, благодаря им. Их мастерству и технике, и той химической такой обработки, которая уже в те времена в России была очень сильно развита. Часть снимков династии Романовых являются собственностью Беллы Абаевой. Эту коллекцию она собирала 25 лет. Большую поддержку оказал и фонд Киличбея Чачба. Кроме того, некоторые из фотоснимков были представлены из Государственного архива Санкт-Петербурга. Историческую фотовыставку в селе Каман посетили и жители этого города. Все, что мы здесь увидели, исключительно красивые фотографии, исключительно красиво оформлена выставка. Это нам все очень радует. И мы рады, что вот сподобил Господь нас именно в этот день быть здесь, в стенах монастыря. И очень благодарны всем. Фотовыставка в селе Каман, посвященная духовно-историческим связям Абхазии и России, продлится около месяца. В планах у кураторов мероприятия организовать подобную выставку и в российских городах. Кугут Савардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 25 сентября в Национальной библиотеке имени Папаскир пройдет 8-й молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Фестиваль представит работу 7 тематических площадок: территория литературы и библиотек, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория моды, танца и музыки, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин. Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.